Красногвардейская улица. Вот столовая. Некогда была для первой школы. Все разваливается. ПТУ было здесь когда-то, ничего теперь нет. Там интернат тоже развалившийся. Вот как-то так. Столовая на улице Красногвардейской. Автобус какой-то стоит ржавенький. Вместо ПТУ некогда. Здесь была колонка для воды. Может быть, она и есть, конечно. Там футбольное поле. Эх, поехали по улочке Красногвардейской. С ветерком. Здесь музей. Одни березки кругом. Вот здесь тир когда-то стоял, теперь избушка на курьих ножках. Так. Улица Советская. По мосточкам едем. Кругом березки, трава высокая. Красивая природа у нас северная. Футбольное поле справа. Вот так вот. Все у нас зелено теперь тут. Вот. Красота. Тихо и хорошо. Природа. Вот так вот здесь. Играет ли кто на этом поле в футбол? Ворота, сетки рваные. Улица Советская. Домики. Здесь тоже когда-то был магазинчик какой-то. А теперь написано: куплю ваше авто. У кого есть авто, у вас купят. Именно здесь. Здесь домик вроде бы ухоженный какой-то. Окошки хорошие. Видно, что хозяин не запустил. Ну, а этот дом обшили, говорят, а люди здесь уже якобы не живут. А может быть и живут. Улица Свердлова. Дальше не поедем. Что там смотреть? Одни домики частные. Магазинчик. Так. Там дальше улица Калинина. Прямо у нас. Здесь мини-маркет. Мини-маркет. А здесь
Контейнерная площадка с огромной горой мусора. Улица Калинина. Домики. Там улица Советская. Как-то хорошо здесь. Более-менее здесь домики ухоженные. Ну а это улица Савина. Дом красивейший стоит. Впереди такой кирпичный. Ну вот. Там дальше тоже домики. Симпатичные. Там улица Калинина. Магазинчик Верховина на улице Савина. Теперь его не узнать. Раньше он был белого цвета. Теперь только осталось одно название. А внешний вид поменялся, конечно же, очень даже. Очень даже поменялся. Магазин номер 12. Когда-то мы сюда за молочком ходили. В 80-х годах. Ну, и есть домики. Автобус на Мылву поехал, мылвинский автобус. Здесь домик красивый, очень обшитый. А там, где кусты, когда-то тоже были дома, теперь, к сожалению, одни деревья. Улица Ленина. Дома, в которых никто не живет. Универмаг. Товары для всей семьи. Хозтовары. Так. Дом номер 11. И там дальше. Здесь заросли. Вот дом какой-то здесь. Вроде как кто-то живет в нем. Окна приличные, стеклопакеты. Вроде бы здесь все нормально. И здесь еще кто-то проживает. В 11 доме. Но жилье, конечно, это все уже аварийное. Эти все деревяшки уже, конечно, под снос должны идти. Людям давать квартиры. Так, улица Ленина. Здесь у нас располагается ритуальная служба «Память». Дальше площадь с памятником Владимира Ильича. Здесь домики еще жилые. Дальше тоже вроде бы домики приличные. Вот этот дом вообще, стеклопакеты на каждом окне практически. Значит, люди еще живут. Там Сбербанк, наверное, или какой-то, не знаю. Так, памятник Владимиру Ильичу на площади Троицко-Печорска. Только почему-то рука у него расположена как-то интересно, как будто он просит что-то. Дальше у нас что? Храм. Так. Троицко-Печорский. Дальше. Доска почета. Почетные граждане. Это, наверное, администрация Троицко-Печорска. Раньше парады проходили
На этой площади, я помню, в детстве все собирались здесь с шарами, с плакатами. И были очень интересные, запоминающиеся моменты с детства. Много народу. Шарики нам прокалывали иголками. Цветочки мы делали. Вешали. Ходили на парады. Потом после парада шли, были застолья у нас. О, кто-то летит. Облет. Вот. Вертолет летит. Интересно, кто это к нам летит. Может, начальство какое-то облетает нас. Как раз. Как классно. Помашем вертолету. Экскурсионный какой-нибудь, либо пожарники. Вот так вот парады были. Интересно было. Теперь, наверное, ничего здесь и не бывает. А может быть, и проходят какие-то концерты. Вот там, я так понимаю, сцена. Вот. Храм Святой Троицы в Троицко-Печорске. Какая территория красивая. Цветы шикарные тут растут. Все ухожено, очень красиво. Калитка закрыта. Вовнутрь попасть, наверное, нам не получится. Вот так поснимаем. Очень красиво. Во дворе просто шикарно. Очень красиво. Когда-то здесь был подвесной мост. А теперь просто мосточки сделаны. Вот. Мостика больше нет, на котором встречались мы. Назначали свидания. Он так качался, помню. Как-то было по нему ходить даже страшновато. Полянка. Мы когда-то с детским садом ходили по этому мосту сюда. И вот здесь вот гуляли. Вот. Нас воспитательница водила из детского садика «Теремок». Мы ходили здесь, гуляли. Акация растет. Все. Стало теперь немножко по-другому, но воспоминания прежние. Здесь все заросло осиной. Там администрация. Вот как-то так. Тишина, покой. Я так понимаю, это улица Фрунзе. Домики тут тоже уже старые. Вот. Какое небо красивое. Машина тут. Там вдалеке дом. Гаражи какие-то, сараи полуразвалившиеся. Дворы нашего детства. Ой, собаки лают. Что самое страшное, это ходить вот так снимать и бояться, что на тебя из какого-нибудь двора выскочит какая-нибудь собака. Я больше всего вот этого боюсь. Из-за этого снимать как-то не камильфо. Мало ли. Я так думаю, собака должна быть привязана. Нельзя. Там мой домик детства. Ой, да.
Так, еле пролезла. Все заросло. Это дом номер 16. Зато антенна есть, триколор. Вот. Двор моего детства. По улице Ленина. Здесь вообще просто все заросло. Там сарай развалился. Вот тут вот у нас мой домик. Вот этот вот домик моего детства, в котором я жила. Улица Ленина, по-моему, дом 6. Водокачка еще осталась. О, раньше она была не такая, а теперь просто, да, все поросло травой. Здесь росли кедры, мы еще шишки собирали. Теперь кедров этих нет, и деревьев нет. Там был столик, мы там собирались. За этим домом играли в ножички на песке. У нас была шумная компания дворовая. Теперь домика напротив нет. Домик там был. Все, разобрали дом. Так что как-то так. А вот и домик мой, в котором прошло мое детство. Вот здесь вот все. Уже теперь дворы неузнаваемые. Школа, в которой я училась. Эти домики тоже уже. Люди вроде еще живут. Доживают, так сказать. Здесь хочу пройти, но тут лежит такой товарищ около подъезда, что, наверное, я его обойду стороной. Он, может быть, и добрый, но как-то я, наверное, пойду в обратную сторону. Вот он такой тут чей-то охранник лежит, мохнатый. Вроде как на меня не залаял. Ну, лучше рисковать не буду. Обойду, пойду его стороной. Ну, а это улица Победы. Улица Победы. Пройдемся маленько. Везде собачки лают. Так. Улица Победы. Здесь общежитие располагалось и располагается вроде бы до сих пор. Так. Посмотрим. Ну, это улица Савина. Универсам. Ну, там козочки гуляют. Впереди магазин «Апельсин». Так, старые домики тоже еще стоят на месте. Вот так. Это продолжение улицы Савина до Бродвея. А здесь дома. Это магазин «Апельсин». Универсам. Дома. Узел связи вдалеке виднеется. Ну, а тут заросли, как обычно. Новые дома на улице Ленина. Бродвей.
наш. Вот, пожалуй, и все. Общественная территория поселка городского типа Бродвей. Вот. Благоустроена при реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. Ребята на скейтах катаются.